Добрый вечер. В эфире информационный выпуск Амшекшара. И по традиции расскажем о самых главных событиях сегодняшнего выпуска. В соцсетях нарастает тревога. Пользователи публикуют кадры и пишут, что на территории Сухумского дендропарка началось строительство. Станция Киласур готовится стать новой туристической достопримечательностью Абхазии. Здесь полным ходом идут масштабные ремонтные работы. Второй форум молодых ученых, организованный Академией наук Абхазии, прошел в Сухуме. На форуме был представлен сборник научных статей 45 ученых. Госдума ратифицировала соглашение с Абхазией о содействии в реализации госпрограммы социально-экономического развития на 2026-2030 годы. Документ был подписан 27 декабря прошлого года в Москве. Он предусматривает, что средства финпомощи могут быть направлены на сотрудничество в области образования, молодежной политики и воспитания детей, культурного обмена и туризма, повышения денежного довольствия и соцгарантий сотрудников МЧС, прокуратуры, ГСО. Также он устанавливает, что ответственность за предоставление положенных лекарств проживающим в Абхазии россиянам возлагается на местные органы власти. Депутаты Госдумы также ратифицировали межправительственное соглашение России и Абхазии о взаимном признании ученых степеней, сообщает ТАСС. Ранее, 21 апреля, оно было ратифицировано парламентом республики. Как отмечается в пояснительной записке, положение соглашения регулирует взаимное признание ученых степеней, присужденных в России и Абхазии, что позволит их обладателям иметь необходимые права для продолжения обучения и работы в обеих странах. Сотрудничество в обеспечении региональной безопасности обсудили министр обороны Абхазии Беслан Свижба и посол России Вячеслав Гладков. Особое внимание было уделено вопросам укрепления обороноспособности республики, совместной подготовки войск и выполнению двусторонних соглашений, сообщили в Минобороны. Наше сотрудничество с Российской Федерацией остается основополагающим фактором мира и стабильности в регионе. Уверен, что богатый управленческий опыт Вячеслава Владимировича придаст новый импульс укреплению всестороннего взаимодействия между нашими государствами, подчеркнул Свижба. Гладков, в свою очередь, подтвердил, что курс России на поддержку Абхазии остается неизменным и выразил готовность к совместной работе. В социальных сетях нарастает тревога. Пользователи публикуют кадры и пишут, что на территории Сухумского дендропарка началось строительство. Многие опасаются, что это может нанести непоправимый урон уникальному природному объекту. Обоснованы ли эти опасения, узнавала Шазина Ханагуа. Пользователи социальных сетей делятся кадрами и тревожными сообщениями. На территории Сухумского дендропарка, который по праву называют зеленым бриллиантом республики, начались строительные работы. По мнению авторов публикации, уникальная зона находится под угрозой и парк может пострадать. Ситуацию прокомментировал председатель Государственного комитета по экологии Савелий Читанава. Относительно того, что территория дендропарка можно посягнуть и так далее, это должно быть абсолютно исключено для наших граждан. Я обращаюсь и говорю. Почему? Потому что, во-первых, закон об особо охраняемых природных территориях не позволяет отчуждение квадратного метра земли с территории дендропарка. И все разговоры, которые ходят вокруг того, что здесь будут строиться там, дома там, и прочее, это не более того, что это неправильно. Поскольку ни один руководитель сегодня не может дать разрешающие документы на такого характера проведения работ. Сухумский дендропарк – один из крупнейших парков в Европе как по коллекции растений, так и по площади. Здесь насчитывается до 900 видов растений. Основатель парка Николай Смитской, выкупив близлежащие к Сухуму земли, постепенно начал высаживать редкие экзотические растения. Благодаря его усилиям парк приобрел современный облик и сохранил свое уникальное значение до наших дней. В свое время здесь работал и Николай Вавилов. Сухумский дендропарк был единственным местом, где были аллеи слоновых пальм.
аллея пальм Вашингтонии. Ну, это крупномерные деревья, очень впечатляющие, на вид зрелища великолепное. Но всего этого сегодня есть, но они немного в запустении. Конечно, по уходу хотелось бы более активно, но и на то есть свои причины. Финансирование, к сожалению, здесь ведется по осадочному принципу, и потому это с одной стороны, а с другой стороны, как до войны в советское время функционировал отдел дендрологии, который, к сожалению, нынче отсутствует из-за отсутствия специалистов. Здесь ведут изыскательские работы сотрудники ботанического института. Но не имея отдел дендрологии, не имея отдел защиты растений, конечно, далее будет еще сложнее обслуживать этот парк. Надеюсь, что все-таки в конце концов выправится финансовое положение и финансирование будет не по осадочному принципу, тогда и работы возобновятся в должной мере. Во владении дендропарка находились оранжерейные комплексы, где в виде питомника выращивались коллекционные растения, необходимые для подсева вместо тех, что выпадали из коллекционного фонда. Когда Смитской выкупил земли и начал активно засаживать их растениями, ему потребовались рабочие, способные ухаживать за насаждениями. Для них были построены небольшие домики внутри дендропарка, а с рабочими заключались договоры. Со временем эти дома переходили к их детям, которые также продолжали трудиться в дендропарке. Постепенно эта традиция укрепилась, отметил Савелий Читанава. Вот когда мы проводили здесь работы по определению границ дендропарка, мы вот эти вот хозяйственные постройки для жителей, обслуживающих дендропарк, были выделены и выведены из состава дендропарка. С учетом выделенных вот этих вот земель под постройкой для частных лиц, сегодня составляет площадь дендропарка 64 гектара. Перед тем, как начать, мы, опираясь на существующие документы, площадь составляла 53 гектара. 52 с лишним, ну, около 53 гектаров. Но проведя работы, и вот эти вот пригорные склоны, характер растительности, тут видно, что это не естественная растительность, а посадки, очевидно, посадки времен Николая Николаевича Смитского. И потому мы эти земли тоже присоединили теперь к дендропарку, и, соответственно, площадь ее увеличилась до 64 гектаров. Сухумский дендропарк расположен в восточной части столицы вдоль Кадорского шоссе. На территории в 64 гектара собрана пестрая растительность. Коллекции растений со всего мира, из Южной и Северной Америки, Австралии, Африки. Все они собраны в одном месте, что придает парку особую ценность и уникальность. Этим действительно стоит гордиться, считает Савелий Читанава. Дендропарк – это достояние республики и всего народа. Шазина Ханагуа, Раму Камки, Алексей Гухава, Абхазское телевидение. Станция Келасур готовится стать новой туристической достопримечательностью Абхазии. Здесь полным ходом идут масштабные ремонтные работы. Вскоре этот полустанок превратится в конечную точку для популярного туристического поезда «Рица». Вместо центрального вокзала Сухума путешественники будут прибывать прямо к морскому побережью. Подробности в репортаже Гугуцы Вардани. Шум прибоя и стук строительных инструментов. Сегодня на платформе станции Келасур непривычно оживленно. Исторический полустанок переживает масштабную реконструкцию. Очень скоро вся эта территория превратится в современную зону приема гостей. Главная фишка проекта – логистика. Популярный туристический поезд «Рица» после завершения работ продлит свой маршрут. Вместо суеты Сухумского центрального вокзала состав будет приходить именно сюда. Путешественники смогут провести 2 суток прямо на пляже, буквально в шаге от поезда. Вся инфраструктура будет для них сделана. Сама платформа, вот это сейчас полностью, мы сейчас ремонт его делаем. Мы начали где-то месяца 2 тому назад, полностью сняли верхний слой асфальта, который здесь был. Он уже устарел, лет 60 ему уже приблизительно, он весь в выбоинах. Новые плиты привезли, положили.
Сейчас мы занимаемся стяжкой. Вон на том конце, вы снимали уже, на том конце делаем стяжку платформы самой. Дошли уже до этого сооружения. Наверху сейчас производится стяжка кровли. Помимо реконструкции самой платформы, железнодорожникам предстоит выполнить сложнейшие технические задачи по обустройству подъезда. Прямо вдоль пассажирской зоны будет уложено 425 метров абсолютно нового пути. Здесь появится освещение. При этом строители стараются максимально бережно сохранить исторический архитектурный облик старейшей станции. Восстановление инфраструктуры – это не просто ремонт, а возвращение к жизни важной части исторического наследия Абхазии. Освещение будет полностью восстановлено. Вот все эти вот старые столбы, видите, мы попытаемся их сохранить. Они, в принципе, хорошие. Мы посмотрим старые фотографии. Если сможем, сделаем такие, как были здесь. Но если не сможем, тогда будем делать новые, тоже оригинальные, красивые платформы. Вот. Теперь благоустройство будет здесь сделано. Вот эта вот часть вся рекультивирована будет полностью. Зеленые насаждения мы расчистим. Вот там очень много сорняка. Мы все это уберем, приведем в порядок, вывезем, выровняем. И снизу платформы тоже будет чисто, аккуратно все сделано. Особое внимание уделяют и безопасности. Территорию спроектируют так, чтобы гости республики могли отдыхать спокойно, наслаждаясь живописным видом на море без лишней суеты. Лестницы аккуратно будут плитки выполнены, чтобы отдыхающие могли спускаться на пляж. Таких у нас 4 спуска. Хождение полностью будет, вот мы уже начали, я думаю, в конце этого месяца мы уже приступим к изготовлению, мы сами их будем изготавливать. Вот, изготавливать начинаем. И вот по мере выполнения стяжки мы будем идти выполнять с той стороны, начнем и будем сюда идти заново. Полностью ограждение будет сделано по всей платформе. Специалисты АЖД планируют завершить реставрацию к началу осени. Абсолютно все работы ведутся за счет собственных средств Абхазской железной дороги. Гугбуца Вардания, Халяс Курсая, Халяс Амичба, Абхазское телевидение. Второй форум молодых ученых, организованный Академией наук Абхазии, прошел в Сухуме. На форуме был представлен сборник научных статей 45 ученых, охватывающих широкий спектр тем. Милана Агарба расскажет подробности. На втором форуме молодых ученых был представлен сборник научных статей. Форум, проводимый раз в год, стал важной площадкой для профессионального обмена идеями и мнениями. Он охватывает широкий спектр тем, от гуманитарных до естественных наук. Важность финансирования Академии наук Абхазии не может быть недооценена, особенно в свете формирования финансового бюджета страны на 2027 год. Необходимо активно искать возможности для привлечения средств, чтобы поддержать научные исследования и развитие академической среды в республике, подчеркнул президент АНА Зураб Джипула. Это инвестиции в стабильное развитие страны. Тогда, в таком случае, при таком подходе, абхазская наука станет реальной производственной силой абхазской экономики. Развитие науки, как известно, это вопрос национальной безопасности. Мы хотим еще раз показать вам, дорогие коллеги и друзья, через этот прекрасный сборник, что за нами, за старшими поколениями, идет молодое поколение ученых, которое смело может продолжить глубокие традиции научной мысли в Абхазии. Директор Института стратегических исследований и международных отношений АНА Вячеслав Чирикба отметил, что в сборнике представлено множество статей, посвященных различным аспектам науки, что свидетельствует о многообразии научных направлений, развивающихся в Абхазии. Это показывает, что наука в Абхазии не стоит на месте. Наука Абхазии развивается, она имеет продолжение, имеется и эстафета между нашими поколениями, что очень важно. Я преподаю уже давно в Абхазском университете и хочу сказать о том, что
по сравнению с тем, что, скажем, было вот в советское время, молодежь не очень охотно идет в науку, поскольку это связано, конечно, с материальными соображениями. Вот. И когда люди идут в науку, молодые люди, это все-таки подвижники, которые знают, на что они идут. Вице-премьер Майя Цыбулевская выразила искреннюю благодарность ученым за их неустанный труд и самопожертвование, которое они посвящают науке. Их усилия не только способствуют развитию научного потенциала страны, но и вдохновляют молодое поколение на стремление к знаниям и открытиям. Ведь наука должна быть страстью, это квинтэссенция всех наших начинаний, умозрений, тех видений, векторов развития, которые стоят перед нашим государством. Образование и наука – это два фундамента. Смело могу сказать, на которых держится все наше будущее, на которое мы смотрим. И очень важно было отмечено то, что наука в нашей стране, как в любой другой стране, должна иметь преемственность. В этом году в работе форума приняли участие 45 молодых исследователей, чьи работы опубликованы в сборнике. Это мероприятие предоставляет молодым ученым возможность проявить себя и подтверждает, что молодая научная школа имеет прочную основу для дальнейшего развития. В 2024 году у нас прошел второй форум абхазских молодых ученых, где были представлены статьи практически всех ребят молодых, которые у нас работают в научных учреждениях, подведомственных академий наук. И вот буквально месяц назад мы издали достаточно хороший, я считаю, сборник, где как раз вот были представлены наиболее хорошо подготовленные работы наших молодых ребят. Аспирант Рашид Свижба занимается изучением лесостебельных мхов в Абхазии с 2016 года. Для него выход его доклада представляет собой важный этап в научной карьере. Во-первых, это апробация работы, это один из важных этапов при защите кандидатской диссертации. Ну и во-вторых, конечно, это, я считаю, что большая оценка труда, когда вот твоя статья, твой, в принципе, доклад выходит в сборник, и, в принципе, это дает шанс другим исследователям не только в Абхазии, но и за пределами для получения какой-либо информации, то есть, соответственно, это какие-то данные по МХАМ Абхазии и так далее. Основными задачами данного форума являются создание возможностей для общения молодых людей, а также помощь в формулировании целей и задач для их дальнейших исследований. Милана Агарба, Камила Джопуа, Абхазское телевидение. 24-й фестиваль Хибла Гирзмава приглашает, откроется джазовой премьерой в Сухуме 2 августа на площади у Абхазского государственного драматического театра. Проект реализуется при поддержке Министерства культуры России и Президентского фонда культурных инициатив. В день открытия Хибла Гирзмава представит премьеру новой концертной программы с большим джазовым оркестром под управлением Петра Востакова. Со сцены прозвучат знаменитые песни советской эпохи в оригинальных джазовых аранжировках. Концерт пройдет под открытым небом и продолжит многолетнюю традицию. Фестиваль неизменно начинает путь на родине певицы, делая академическое искусство доступным самой широкой аудитории. Ансамбль «Редада», созданный 29 лет назад Стамбульско-Абхазским обществом, принял участие в международном фольклорном фестивале «Фидав», который проходил с 14 по 16 июля в столице Албании Тиране. Изначально коллектив должен был представлять Турцию, однако выяснилось, что от этой страны уже заявлена другая группа, а участие двух коллективов под одним флагом регламентом запрещено. Организаторы нашли выход – предложить «Редаде» выступить от Абхазии. За 2 дня до фестиваля начались сложности. Под давлением дипломатических каналов, а именно посольства Италии и Азербайджана в Грузии, организаторы сообщили, что ансамбль не сможет выйти под абхазским флагом, а все упоминания о стране были удалены из официальных материалов. Коллективу предложили выступить под флагом Грузии, но артисты категорически отказались. В итоге стороны пришли к компромиссу. Группа вышла на сцену просто как
независимый ансамбль «Редада». Главный сюрприз ждал всех в момент выхода. Прямо перед началом номера ведущие, вопреки давлению, объявили: на сцене ансамбль «Редада» из Абхазии. Для 40 артистов коллектива все это стало наивысшей наградой, а сам номер принес им почетное 3-е место на конкурсе. Политическое эхо утихло не сразу. Уже после фестиваля посольство Грузии в Республике Корея отправили письмо Министерству иностранных дел Албании о том, что выступление группы от Абхазии нельзя было допустить и что впредь они бы не хотели повторения такого инцидента. Однако албанская сторона ответила максимально четко. ФИДАФ – это праздник традиционной музыки и танца, а не политическая арена. Главная цель фестиваля – не проводить границы, а строить мосты между культурами через творчество. За 2 дня до фестиваля у нас была большая проблема из-за, как я могу объяснить, дипломатического давления от Министерства иностранных дел Албании. Они удалили наши посты на словом как «Редада» и «Абхазия» в Инстаграме. И потом я спросил их, почему вы удалили это посты на Инстаграме, вот какие-либо проблемы есть. И они нам сказали, министерство заберут наш бюджет и могут вообще не пустить нас на фестивале. Они это тоже добавили. Если вы выступите от имени Грузии, вообще у вас проблем не будет. Да. И мы ответили очень сильно, если нас назовут Грузией, мы точно не будем на сцене и уедем, просто вообще не будем там. На этом фестивале был конкурс. В конце конкурса нам дали 3-е место. Но когда мы вернулись в отель после концерта, организатор сказал мне, на самом деле мы заняли 1-е место, но посольство Грузии в Риме и Баку давили на Албанию и пытались удалить наше имя отовсюду, везде. На некоторых пляжах Сухума установили предупреждающие таблички. В соответствии с распоряжением главы администрации Сухума проводится ежегодное обследование дна акватории Черного моря на территории столицы. Водолазы госинспекции по маломерным судам выявили опасные зоны, где ныряние с волнорезов на глубину и купание запрещено. Причина – наличие на дне многолетних железных конструкций, представляющих серьезную угрозу для жизни и здоровья граждан. По итогам обследования составлен план-схема с указанием участков, запрещенных для ныряния. Для информирования населения в этих местах установлены предупреждающие таблички. В завершении выпуска расскажем о погоде. В среду, 22 июля, в Абхазии не ожидается осадков. Температура воздуха ночью 18-23, днем 27-32 градуса тепла. Температура морской воды плюс 26 градусов. Абрялова хапях дыры тарапахыр шоп абзирес ацхалуб хашивает.